Витаю вас, друзья. Сегодня, по-моему, 7 августа 2025 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую. Всех приветствую. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии. Не пишите комментарии, не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть пока безопасно вам. Смотреть безопасно. Так, что еще? Что еще? Знаете, я уже думаю не сообщать вам о потерях в Украине, бандитов российских. Потому что это какой-то круговорот убийств. Поэтому я вам не буду сегодня больше говорить. Хватит, короче. Война идет. Продолжается в том же темпе. Сегодняшний свой стрим я назвал «Путин на коленях перед Трампом. Будет ли его арест в Дубае?» Давайте об этом и многом другом поговорим. Эркин, шалом, Старклайт, шалом. Старклайт, ты тоже на шалом перешел. Короче говоря, потихонечку все становятся проеврейскими. Это хорошо. Это хорошо. Евреи заслужили, чтобы быть за них. Маш, маш, маш. Так, ну давайте немножко вам новостей на тему. То, что Трамп, вернее, Путин встретился сегодня с, я не знаю, король это или президент это Объединенных Арабских Эмиратов, говорит о том, что, скорее всего, переговоры состоятся в Дубаях. И, скорее всего, как говорят, переговоры будут между Трампом и Путиным. Для чего это делается, неясно. Мы, наверное, об этом не узнаем. Но для чего-то это делается. Самая большая тайна, которую распространил Марко Рубио, он еще больше тумана на эту ситуацию навлек. Нам нужно сблизить обе стороны, Украину и Россию. И их позиции настолько, что главный переговорщик, президент Трамп, смог подключиться и довести дело до конца. Я, конечно, ничего до конца не понимаю, но именно, по-моему, этим они занимались, и потом Путин нанес сокрушительный удар по Украине, по мирным домам, по мирным городам, и вроде после этого его обозвали сумасшедшим, и на этом вроде бы все закончилось. Ну, все заново начинается. Опять 25, как говорится. Также Deutsche Welle сообщает, что США предложили Путину снятие санкций в обмен на прекращение огня в Украине, пишет ОНЕТ. Польское издание утверждает, что редакции удалось ознакомиться с некоторыми деталями предложения, которое якобы представил Путину в Москве спецпосланник Трампа Уитков. Кремль получит в этом пакете очень многое, в кавычках, очень многое, если пойдет на переговоры, пишет он это. По данным издания, один из главных пунктов среди предложений – согласие Вашингтона отсрочить вопрос о признании захваченных РФ украинских территорий на 49 или 99 лет. Де-факто это означает их признание на этот срок. Еще раз.
По данным издания, один из главных пунктов среди предложений – согласие Вашингтона отсрочить вопрос о признании захваченных РФ украинских территорий на 49 или 99 лет. То есть безоговорочно никогда в жизни мы не признаем, этот вопрос не обсуждается. Мы помним 3 года назад, или даже когда Крым русские захватили, речь шла, что никогда мы не признаем. Теперь уже немножко по-другому. Но это всего лишь проект, еще ничего не подписано. Не знаю, для чего это все делается и говорится. Ну, вот пока так. Вашингтон также обещает Москве снять большую часть санкций, наложенных из-за ведения войны, и рассмотреть возможность возобновления энергетического сотрудничества, поставок нефти и газа из РФ. В то же время, по данным издания, США в своих предложениях говорят именно о прекращении огня в Украине, а не о устойчивом мире. Среди предложений Вашингтона при этом отсутствуют гарантии неразрешения НАТО, нерасширения, НАТО и прекращения военной поддержки Украины, о которых, как о препятствиях для мира, неоднократно твердила Москва. Ну, короче, знаете, такое из пустого в порожнюю переливание идет. Вот одно и то же обсуждается. То одно говорят, то другое говорят. Но мы знаем, что просто так ни США, ни Трамп ничего делать не будут. Да? Значит, есть все основания предполагать, что кулуарно, подковерно что-то Россия предлагает за то, чтобы встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки. И я полагаю, Путин встал на колени перед ним и просил слезно. И другое, будет ли его арест в Дубаях? Вот название, которое я придумал сегодня для Трампа, для стрима. И знаете, получается, в Дубаях, смотрите, только поговорили, только Уитков поговорил с Путиным, и сразу же прилетел вот этот принц, король, царь, президент Объединенных Арабских Эмиратов. Вот интересно, они уже знали об этом? Или король-принц Дубаев был на старте, причем со всей своей делегацией, их большое количество прилетело? Нужно полагать, он был уже на старте. Они уже знали, что в Дубаях будут переговоры. Потому что за один день быстро собраться, быстро выскочить, быстро вылететь, даже обычному гражданину будет сложно. Не говоря уже, если это какой-то государственный визит на самом высоком уровне. Короче, все очень интересно. Я не буду озвучивать все, что я думаю. Просто подождем немножко. Просто немножко подождем. Так, давайте посмотрим комментарии. Если ОАЭ, то это Эмираты, а значит там главный эмир, наверное. Главный эмир там или как-то Путин его президентом называл. И поэтому без Европы и Китая по-любому ничего не решится. А мне кажется, без Украины ничего не решится. Знаете, такое впечатление, что все обсуждают, все великие, все мощные, все сильные, а гибнут и льется украинская кровь. Гибнут украинцы. И вроде бы все начиналось в поддержку Украины.
Нет? Может, я ошибаюсь? Может, мы каждый просто решил стать великим за счет них? Интересно. Самые главные они. Как украинцы скажут, так и будет. Казахстан даже не признал. Ясно. Ну Такаев, да-да, Такаев сказал, что... Сказал в лицо. Ну, Такаев, извините, конечно, казахи. Ну, Такаев не демократический президент, скажем мягко. Поэтому то, что они говорят, это все игра. Все они друг с другом. Мне нужно так. Да, все понял, делай так. Алиев говорит, мне нужно так, делают так. Все, никаких вопросов. Вот там на самом верху кто сидят, президенты или там короли, кто они там. Президент это, наверное, демократическая такая должность. Вот как-то так. Вы мне тут пишете комментарии, что я плохой аналитик, там это, то все. Даже не слушая, что я говорю. Вы только по заголовку моего. По моему заголовку уже стрима начинаете писать мне. Ну, сразу видно троллятина. Смотрите, если будете слишком тут распоясываться, оскорблять там, я вас просто сейчас выключу, и тогда вы денег не получите. Поэтому давайте в меру, в меру. Я вам разрешаю раскручивать свой стрим. Можете там критиковать меня, там все такое, но чтобы без переходов границ, так сказать. Посмеет ли Рашка атаковать Дубаев, если двойника хватит? Ну, во-первых, это не двойник. Я не верю вашему Соловью, вашему КГБшнику Соловью. Поэтому я думаю, Путин настоящий, Владимир Владимирович, не Владимир Васильевич, как его назвал этот главарь РПЦ. Дело в том, что, он там его Васильевич назвал, видимо, коллега Соловья решил поддержать его, чтобы еще больше тумана на эту всю ситуацию нагнать. Салам всем свободным, салам, брат. Салам, дорогой Эд, салам, брат. Салем с Казахстана, алейк салам, Казахстан. Так, все, их задача отвлечь меня, чтобы я не рассказывал, про что будет. Смотрите, Путин сдает Россию. У меня вот все, каждый раз все стойкое такое мнение складывается. Путин сдает просто все, что возможно. ФСБ стоит в очереди, без согласия Лубянки. Эти ФСБшники так массово сюда, в Европу, в Лондон, к ЦРУшникам не сдавались бы так массово, понимаете? И знаете, здесь есть вот эти хорошие русские, так называемые.
Все на Западе спецслужбы знают, что это КГБшные вот эти креатуры и что они делают то, что им сказали. Так вот, их просто в упор не видят, вот этих КГБшников. Гудковых, Мутковых, там всяких разных других КГБшников. Это о чем говорит? Ну, мы пока говорим о косвенных признаках, конечно же. Это говорит о том, что настоящие КГБшники, не которые здесь под видом хороших русских, а действующие там, но эти тоже действующие, ну, те, которые в Москве живут там и так далее, они и так работают уже на Запад, на Ми-6, на ЦРУ. Логично, правильно? А то бы сейчас с этими заигрывали бы. А этих мы видим, ну, 0 эмоций на этих. Их, ну, вообще не игнорируют полностью. Сирию сдали? Сдали. Иран сдали? Сдали. Что еще? Нагорный Карабах сейчас. Вот я сейчас полагаю, сейчас Володя, чтобы подержаться за руку Трампа, упасть перед ним на колени. Помните, когда Иван Грозный ходил к хану, и когда подходил к шатру хана, он должен был слезть с коня, встать на колени и на коленях подползти к шатру хана. Сейчас ханы другие, забугорные, заокеанные, поэтому приходится вот, падать ниц перед Трампом. Я полагаю, что Кавказ, Южный Кавказ сдается. Пока не вижу признаков, что Ичкерию кто-то хочет поддержать там, и так далее. Видимо, для Путина и для Патрушева это же какая-то патологическая болезнь у русских. Чечня, Ичкерия, чеченцы. Это просто какая-то шизофреническая мания просто удержаться за чеченцев. Вот видите, вы без нас, русские, вы вообще без нас не можете. Понимаете? Вы вообще без нас никто. Понимаете? Вы это понимаете, что без нас вы никто. У вас даже вот Кадыров какой-нибудь, Алаудинов. Это у вас супергерои. Понимаете? У нас они предатели, вообще, которые ни во что мы их не ставим. Понимаете? Это люди, перешедшие за малую мзду на сторону врага и уничтожающие свой народ. То есть авторитета в свободном чеченском обществе, не вашем КГБшном, вот в этом гадюшнике, у них 0. 0 просто. Как только ваши войска уйдут оттуда, с нашей территории, они вместе с вами уйдут. Ничего они там удержать не смогут, ничего удерживать они не будут. Ну, Кадыров уже, правда, уже все, его уже пичкают лекарствами, он уже довели его до состояния, уже что полумертвый уже. И это, кстати говоря, тоже, видимо, с позволения Путина происходит. Обратили внимание? Позволение с Путина происходит. Путин сказал, ну ладно тогда, травите Рамзана Ахматовича, короче. Ну что делать? Ну, ради того, чтобы подержаться за ручку Дональда Трампа, ладно, солью своего самого верного пехотинца. Вот такая вот ситуация. Поэтому вы без нас, русские, никуда просто, понимаете? Понимаете? Поэтому смотрите мне. А то если мы разозлимся на вас, да, мы вам еще и Алаудинова еще у вас заберем вообще. Да? Это у вас единственный герой остался. Кстати говоря, помните, у военных был герой, сперва ФСБшник, рупор, был ФСБшник Пригожин. Лично кто кормил и называли его поваром, там, Путина и так далее. Очень доверенный человек. Помните, Путин рассказывал, что его дедушка был поваром у Ленина. И вот такой весь супер доверенный человек, он этим хотел сказать. Поднялся мятеж военных. Возглавил его Уткин и Пригожин. Но так получилось, что Пригожин, как и полагается ФСБшникам, оказался попом Гапоном. И слил всех вот этих вояк. Понимаете? Я вот, знаю, вот у меня сейчас такое, знаете, я стою перед сложным выбором, друзья. И военные, и ФСБшники имперцы. И военные, и ФСБшники
по крови, по локоть в крови чеченского народа. То есть враги, навеки вечные. Но кто из них делает большую полезной работы, я вот не могу понять. Понимаете? Либо ФСБ делает полезную работу, утилизируя вот этих военных своих. Да, Пригожин слил, сейчас Алаудинов, тоже ФСБшник. Военный, там все как положено. Ну, ФСБшник. Правильно? И вот у меня вот очень такое сложное чувство. Мне хочется, как нормальному человеку, занять чью-то позицию. Да, может быть, они оба плохие, но кто-то чуть-чуть хуже, а кто-то чуть-чуть лучше. И кого занять? Ну, ФСБ понятно. Кровавая гибня. Все ясно. Военные тупой инструмент. Тупые убийцы просто, которым плевать родина, флаг там и так далее. В 99 году, когда русские ФСБ взрывали своих русских женщин, детей, спящих в своих домах, тогда военные послушались и пошли топить чеченцев в крови. И им плевать было на своих русских, которые ФСБ взрывал. Вместо того, чтобы пойти на Кремль, они поехали на Ичкерию воевать. Ну, там можно унитаз своровать бэушный там и так далее. Поэтому авторитета ноль у вот этих демократических военных российских, ноль, уважения к ним ноль. Они этого не заслуживают. Более того, когда в Буйнакске ФСБшники взорвали дом с военнослужащими, семьями военнослужащих, опять это схавали. И дагестанские российские военные схавали, и все остальные схавали. Ну, вот такая вот у них. Вот такие они безвольные рабы, холопы, так сказать. И вот у меня вот двоякое чувство. На какой стороне мне быть, ну, хотя бы чуть-чуть? На тех, кто сдает потихонечку русню и вот этих людоедов, военных, то есть. Либо быть на стороне военных и понимать, что ФСБ это мозг принимают решения они. Вот эти все кровавые преступные решения принимает Путин, Патрушев, Бортников там, и другие вот бандиты из ФСБ. Проводят теракты, как Дмитрий Кечкин в Бостоне. Поэтому в 2013 году. И вот такая вот у меня вот сложная вот такая вот дилемма внутренняя. Вот кого из них больше поддержать? Был Пригожин, который был рупором, таким голосом военных. Шойгу, где снаряды? Вот, посмотри, кровь не запеклась еще. Это парни наши погибшие. Как будто ему не плевать было. Понимаете? Потом он слил всех военных. Зачистили военных. А я предупреждал, между прочим. Я говорил, что это провокатор. Это Кирилл Буданов верил, украинский, почему-то, что Пригожин это какой-то там настоящий. Хотя, может быть, они в доле с Будановым. Не знаю. Теперь у них появился этот, как его, рупор в лице Алаудинова. Алаудинов выступает таким борцом за христиано-исламскую борьбу против Украины, там, сатанистов, там, как, что там, войско Иисуса Христа, короче, у него. Ну, все по-настоящему у него. И я полагаю, сейчас он с русскими националистами там вцепился. Сейчас он поведет свою армию, ну, вот эту, против вот этих русских националистов, наверное. А потом их тоже сольет. Понимаете? Короче, много здесь вопросов. Еще больше, которые запутывают нас в этой ситуации. Ну, возвращаясь к нашей ситуации нынешней, можно сказать, что сегодня Путин сдал Армению и Азербайджан, который фактически и так он уже давно сдал. Точнее, почему такой дерзкий Алиев? Да, раньше такой дерзости за Алиевым не замечали. Вы видели? У меня есть на канале, как Алиев обнимается с Путиным. Вы видели? Но это два родных человека так не будут обниматься. Такая радость на лице, такие душеньки. Да? И вот теперь резко такая вот риторика резко поменялась.
Что изменилось? Что изменилось? Нагорный Карабах, война, оккупация Нагорного Карабаха, она произошла давно, еще в 90 каком году. А, Тогда тоже дальше продолжали обниматься. Россия помогала Армении все это время, обнимались, дружили. Теперь раз, и теперь ситуация в корне изменилась. Это говорит о том, что Алиеву сказали, все можно, Путин дал добро, он согласен слить Армению и Азербайджан. Теперь Армения и Азербайджан объединяются, и этот мир устанавливает Дональд Трамп, США, кстати говоря. Понимаете? И эти два государства, два президента, Пашинян и Алиев, сейчас будут встречаться. Это очень хорошо. Очень хорошо. Армяне и азербайджанцы заслуживают того, чтобы жить в мире. Понимаете? Это хорошие люди. Должны жить хорошие народы. Не будем говорить про все остальное. Народы заслуживают того, чтобы быть в мире, в процветании и так далее. Это очень хорошо. И надо полагать, что сейчас Владимир Путин за то, чтобы постоять на коленях и поцеловать подол плаща Дональда Трампа, доползти на карачках, как Иван Грозный, до шатра хана, Южный Кавказ оставляет. У меня плохие предчувствия по Северному Кавказу, что для меня самое важное. Но я уже неоднократно это говорил об этом. Но пока вот такая вот ситуация. Ну, может быть, у меня есть еще надежда, что в Дубаях Путина арестуют, военный ж преступник как-никак. Будем наблюдать. Давайте посмотрим, друзья. Путин, Токаев, Алиев, Лукашенко. Это все КГБ СССР. Да, да. Так, подождите, это все потом перематывается. Расскажи прогноз Пашиняна и Алиева в США. Я думаю, они договорятся. Точнее, уже все есть договоренность и будет все отлично. Я очень на это надеюсь и в это верю. Я убежден в этом, что все будет отлично. Борис Тросман. Салам алейкум, уважаемый. Ва алейкум салам, Борис. Ну вот видите, вы забиваете. Нет, чтобы нормальный вопрос задать, получить нормальный ответ, честный, по крайней мере. Нет, они мне тут забивают одно и то же, одним и тем же. Будете одно и то же повторять, друзья, я вас буду банить просто. Подождите, давайте я вам... То вы тут забиваете мне эфир, я не успеваю. Бани. Пусть будут. Вы же должны видеть, что мне уделяют целую фабрику троллей, понимаете?
Дякую вам за підтримку України. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Что у нас? ТикТок. Тоже тишина? ТикТок. Они троллятину сегодня, они мне по очереди. То в YouTube, то в ТикТок. То в YouTube. Видимо, китайцам запретили особо в ТикТоке фабрикой троллей пользоваться. Они тут решили в YouTube нет. Ассаламу алейкум. Зачем повешать американский флаг? Это американцы продали чеченский народ, говорит. Гуфар Мамедов. Алейкум, Гуфар Мамедов. А что ты имеешь в виду, Гуфар? Продали. Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Так, лови адекватный вопрос, говорит Дарак Лиманс. Зачем ты дальше несешь бред, зная, что тебя никто серьезно не воспринимает и просто ржет над тобой? Ну, смотри, Дарак, если бы вы меня серьезно не воспринимали бы, вы бы фабрику троллей каждый стрим мой не напускали бы на меня. Вы бы не похищали моих родственников в Ичкерии. Вы бы не вели бы против меня транснациональное репрессивное преследование. Вы бы не дискредитировали меня. Вы бы не задействовали всю свою агентуру против меня и моей семьи. И многое-многое-много. Вы бы не заказывали меня, мое убийство. И много-много-много-много чего. Понимаешь? Поэтому то, что ты говоришь, адекватно на твой вопрос. Конечно, это оскорбительный вопрос, ты хочешь меня как-то поддеть, но это никак не затрагивает, понимаешь? Никак, потому что чеченский народ любит смотреть то, что я говорю, слушает то, что я говорю, принимать даже все мои враги, даже те, кто меня недолюбливает, они смотрят и повторяют потом в своих стримах, потому что берутся опыта, знания, каких-то полезных вещей из моего стрима, понимаешь? Поэтому, к сожалению, вы меня воспринимаете, ваше ФСБ, более чем серьезно. Лучше вы меня не воспринимали серьезно. А я своим чеченцам и нормальным людям рассказывал бы про вас. Но вы слишком серьезно меня воспринимаете. Вы думаете, я уже президент Ичкерии? И что вот такая вот загогулина получается. Но, увы и ах, Дрён. Давайте посмотрим, что еще. Не поддержали в том случае и много деньгами помогали Российской Федерации в 90-м году. Гафар, я полагаю, судя по фамилии, ты азербайджанец, которых я очень уважаю. Но я тебе скажу, что Америка слишком большая, это такая мировая цивилизация, которая могла не заметить даже, что где-то там произошел геноцид. Хотя все они заметили. Но наши братья на Кавказе точно так же помогали деньгами, пропускали нефть через Россию, продавали через нее. И все остальное делали. Понимаешь? Намек понял? Как-то так. Весь мир был против нас. Поэтому только мы, чеченцы, имеем право определять, кто нам помогал, а кто не помогал. Все остальные должны извиняться. Над нами совершен геноцид. Понимаешь? И американцы это единственные люди, которых я критикую. Понимаешь? Критикую, потому что я независимый человек. Когда считаю нужным, критикую. Но одновременно с этим утверждаю, что это единственная страна, которая Россия боится до смерти, которая как к Богу с трепетом относится, как сатана, которая нарушает Божьи заповеди, но и все равно относится со страхом и трепетом к американцам. И это страна, которую я уважаю из-за тех достижений,
том числе области прав человека, которых они достигли. Знаешь, когда-то, когда был геноцид евреев, беженцы из Германии на пароходе прибыли к берегам Соединенных Штатов Америки. И президент Соединенных Штатов велел развернуть этот корабль и отправил этих евреев обратно. И многие из них закончили свои дни в концлагерях. Сегодня Израиль и США лучшие союзники. Одни из лучших союзников. Поэтому у меня есть надежда, что мы с американцами будем одни из лучших, надежных союзников. Как-то так. Холопы Путина, почему вы себя так не уважаете? Не говори, Амир. Зачем заходить сюда и вот так мучиться, слушать мой стрим, бедолаги? Зачем вы так мучаетесь? Вбрысь отсюда! Деньгами помогали, говорит, Российская Федерация. Называли чеченский народ, это типа они террористы. Ну, чеченский народ американцы никогда не, Гафар, не называли террористами. Но я тебе скажу одно, что ни одного чеченца, который нашел убежище в США, Америка не выдала России. Понимаешь, о чем я? А Алиев выдал. Хотя и принимали тоже. Ассаламу алейкум, брат, скажи, пожалуйста, что думаешь насчет новой Чечни? Ва алейкум ассалам. Что ты имеешь в виду новой Чечни? Что такое новая Чечня? Что ты имеешь в виду? Можешь пояснить? Так, ну ты задал серьезный вопрос. Я думал, ты серьезный человек. Я тебе серьезно ответил. Да, похищают моих родственников в Чечне моих. Родственников похищали. Ты можешь забить в YouTube, эта информация есть только то, что стало известно журналюгам. Причем знаешь, как хитро сделали? Есть здесь Тумсу Абдурахматов, Абдурахман ГБшный там, этот провокатор. Янгулбаевы братья, тоже ГБшные. Кто там еще их? Ну, сколько их там? Вот когда моих похитили, сделали вид, что и их похитили. И ваши средства массовой пропаганды, якобы хорошие русские, либералы, там какие-то Кавказский узел, там еще что-то, там вот эта вся чушь, Кавказ реалии, тоже полностью просто стыдно даже говорить, что это на американские деньги финансируется этот ресурс информационный. Они везде указали, что так, меня в контексте, моих родственников, которых погиб, в контексте. Причем Янгулбаевых они указали, что их похитили, было очень интересно. Это вообще такие персонажи интересные. Я представляю, если их папа верховный судья такой, я представляю, как они, какой у них папа, если эти такие персонажи интересные. Сказали, что моих родственников тоже похитили. А как ты узнал, говорит, какая информация? Ну, там сосед пошел, посмотрел, свет не говорит в окне, их тоже похитили. И это все писали российские средства. Ну, российские, Кавказ реалии, например, это вроде бы американские. Ну, вот
русскоязычные, правда. Вот такое вот похищение было. Это делалось для того, чтобы похищение моих было вот так завуалировано, чтобы не говорили об этом, только о похищении. Потому что я один независимый. Остальное все это симулякры. Так, Браза Борз. Ну то, что стало зависимой от страны, то есть республикой. О, Браза Борз, мне будет тяжело тебе что-то объяснить. Я не знаю, что страна зависимая, республика. Это ты выдаешь слова, которые ты, по-моему, не знаешь значения этих слов. Мне будет трудно тебе что-то объяснить. Ты пока послушай. Пока еще лет 5 тебе послушай. Может, потом мы с тобой будем уже что-то более детально обсуждать. Боты не дают пробиться через сообщения с вопросом США против распада России. Как коренным народам России донести до Америки, что для нее безопаснее небольшие мирные национальные республики, чем РФ? Айдар Дугаров, я полностью с тобой согласен, как человек, представляющий малочисленный народ, оккупированный фашистской Россией. Я полностью с тобой согласен. Но мы с тобой размышляем своей логикой. Но знаешь, Россия для США не представляет угрозу. Понимаешь? Россия, это, знаешь, когда две подружки идут гулять на улицу, да, или в клуб куда-нибудь вечером идут. Одна красивая берет с собой, ну или средненькая, берет с собой не очень красивую. Знаете почему? Чтобы на ее фоне быть красивой. Поэтому без России, вот этой ужасной, сатанистской, людоедской, фашистской России, не очень может быть у Америки красота блестеть, понимаешь? Поэтому все, что делается, все нужно. Нужна эта людоедская Россия, которая уничтожает людей, перемалывает людей, которая занимается просто сатанизмом самым настоящим. Вот, а мы с тобой рассуждаем, ну как, по справедливости. Я тоже так рассуждаю. Но я тоже думаю. Ну как же так, им же лучше, если там Россия будет слабее, если Россия будет не сильной. Она и так слабая. У России, я уже убежден, что у России нет ядерного оружия. Ядерное оружие в 1991 году они еще отдали. Как будто отдали России, все собрали с Советского Союза, отдали России, а Россия их куда-то утилизировала, отдала, продала, что-то она с ними сделала. Нет у них. С 90-го года ни одного ядерного испытания они не провели. А вы уверены, что они взорвутся, эти бомбы тогда, если их не проводили испытания? Никто не может быть уверен. Во время Советского Союза, с момента изобретения вот этой водородной, потом ядерной бомбы, ну сколько, лет 40 прошло. 700 с чем-то испытаний было. Подземных, наземных, подводных, там, воздушных, всяких там разных. Более 700 испытаний было за 40 лет. Представьте, каждый месяц по одной взрывали там, испытывали. Потом раз и перестали. Я думаю, у них нет никакого ядерного оружия. Понимаете? И я думаю, что никто из них, особенно сейчас, Путин, это Патрушев, они стоят в очереди, сдают интересы России, сдают интересы этой армии, все вот это, все для того, чтобы их шкуры были сохранены. Понимаешь? И поэтому с ними заигрывают. Поэтому не нужна Россия раздробленная. Наоборот, если предаться логике и исходить из американской позиции, то лучше какая-то одна страна будет управлять вот этими малочисленными народами, которые кто-то там на своей волне, кто-то там еще чего-то хочет и так далее, и так далее. Поэтому лучше, наверное, пусть это русские делают. Русские убивают, русские это делают, русские то делают. Но и всему миру показать. Смотрите, не хотите быть с этими людоедами? Вот есть мы такие. Хорошие, симпатичные.
Есть логика в том, что говорю. Вот этой логики они и придерживаются. И я пришел к этому умозаключению. Сейчас, да, у России есть армия, есть большая вот эта быдломасса, которая сейчас утилизируется. Агрессивная военная быдломасса утилизируется в Украине. К большому сожалению, мир не таков идеален, как мы хотели бы, чтобы он был. Так, подождите. Так, вот отсюда. Что у нас? Тиктоковцы. Вы, как белорусские партизаны, молчите, Дион. Да, Паш, майка классная, мне нравится. Супер флаг Ичкерии, супер. За счет России Америка заставила Европу платить и строить заводы в Америке. Трампу не выгоден распад России. Да, Америке не выгоден распад России. Ну, пусть не распадется, пусть не распадется. Ну, я не против, да, если они хотят. Просто нужно соблюдать международное право и нашу Чеченскую республику Ичкерия вывести из этой фашистской организации, из этого образования фашистского. Как-то так. А не создавать из нас сектор газа, который планируют ФСБшники при попустительстве всего мира создавать, на мой взгляд, новый сектор газа. Я этого не хочу. И главное предупредить ее. Главное заранее сказать об этом. Американцам почему не выгодно? Потому что их ресурс за копейки закупают и продают другим странам. Почему они должны разводить Российская Федерация? Логика какой? Да. Почему на флаге Ичкерии волк без хвоста, говорит? В бою потерял, да. Асан, недавно наткнулся на тезис из книги Мао, в которой якобы говорится, что РФ не развалена потому, что США, Япония и Китай не могут договориться о ее разделе. Как, по-твоему, Мао Цзэдун был прав? Ну, я думаю, да, определенной степени, наверное, в этом и есть, потому что Китай тоже претендует на русню. Но часть, конечно же, Россия отдаст свои территории. Сейчас нужно будет заплатить. Столько вложений сделали все. И, конечно же, это нужно будет и Сибирь, и Дальний Восток, и Курилы, и Кёнигсберг, и от Армения, и Азербайджан. Это все уйдет от России. Да? Часть распадется, часть уйдет. Полностью не будут ее разваливать. Может быть, там часть Якутия, например, Бурятия проявляют там голос, что хотели бы разойтись. Но
Не знаю. Но если Германия обратно станет державой, то вряд ли Америка будет указывать Европе. Но Германия и есть держава. И Германия очень мощная, сильная экономика. И сильная она в том числе потому, что ее поддерживают США. Понимаете? За все это время Германия получала очень много и инвестиций, и у нее есть договоренности с США, особенно если вы инвестируете, вы, наверное, под какие-то гарантии это все делаете, а немцы выполняют свои обязательства. Но Германия будет иметь свою армию, которая входит в НАТО, мощную армию, большую, намного большую, свои спецслужбы и так далее, которые будут очень тесно сотрудничать с США. Ну, как-то так. Поэтому не знаю я пока. Пока нечего мне сказать по этому поводу. Но Германия не будет той нацистской Германии, которая случайно стала при Гитлере. Я от политики далека, говорит. Но если между европейскими странами нет войн, это внушает доверие многим народам всего мира, и все тянутся в Европу. Ну, отчасти да, но еще это войн нету, потому что есть НАТО, и все министры обороны вот этих стран ходят в НАТО, они все общаются, а над ними, самое главное, стоит наш шериф Соединенные Штаты Америки. Вот благодаря вот этой системе, выстроенной Западом, вот поэтому нет войн. В США 41-45 миллионов американцев полного или частичного немецкого происхождения. Не знал. Неужели так много? Не знал. Что-то слишком, мне кажется, завышена эта цифра, нет? Так, Путин уже стоит на коленях перед Трампом. О чем ты говоришь? Ну, тут тоже странные люди. Их Путин, короче, стоит на коленях, а они меня винят. Я при чем? Я наоборот вас предупреждаю. Вы же не видите, что у вас под носом творится. Так. Буряты разделены между тремя государствами – Россия, Китай и Монголия.
Хотя и буряты и есть монголы. Объективно Бурятия входит в интересы Китая. Ваше мнение, будет ли лучше бурятам под китайцами, чем под РФ? Не будет им под китайцами. Ну, им будет одинаково. Это обе страны диктаторские. Никакой демократии в этих странах нет. Поэтому им лучше быть с кем угодно, но не с Китаем и не с Россией. В XIX веке немцы мигрировали туда, в США. Они хорошо улились в политическую жизнь страны наряду с англичанами. Вполне возможно, я не знал просто. Вот. Да уж. Вот еще одна вам такая новость интересная. США решили меньше критиковать нарушения прав человека в РФ, пишет The Washington Post. По данным газеты, администрация Трампа сократила тексты готовящихся публикаций докладов о нарушениях прав человека в России, Израиле и Сальвадоре. Тем самым Белый дом радикально переосмысливает роль Америки в защите прав человека в мире, отмечает Вашингтон-Пост. В пример приводится то, что из работ правозащитников убрали упоминания о преследовании РФ представителей ЛГБТ и о жестоком обращении с заключенными. А в проекте документа по Сальвадору, власти которого согласились содержать в тюрьме депортированных из США мигрантов, говорится об отсутствии в этой стране достоверных сообщений о серьезном нарушении прав человека в 2024 году. Хотя за год до этого правозащитники указывали на пытки в местных тюрьмах. В Госдепартаменте отказались комментировать данные документы. Сотрудник ведомства на условиях анонимности сообщил изданию, что доклады были перестроены, сокращены, чтобы улучшить их читаемость, устранить повторы и привести их в соответствие с требованиями закона. Ну, здесь, конечно, я ничего такого не вижу. Во-первых, никаких преследований ЛГБТ в России нет. Потому что там вся Государственная Дума, Путин, это все представители вот этого движения. Жестокое обращение с заключенными, я думаю, тоже как бы особо, там нету уже особо такого жестокого обращения с заключенными в России. Потому что жестокое обращение с заключенными, российскими заключенными есть не в России, а в Украине. То есть на поле боя. Потому что все тюрьмы пустые, и они все отправлены воевать против Украины. Ну и, конечно же, украинцы жестоко их из дронов уничтожают. Поэтому в тюрьмах практически никого не осталось, и все остальное, это, ну, в принципе, такая новость такая. Американцы там, нет, американцы за права человека выступают. Все нормально. Просто вот демократы очень сильно делали акцент вот на этих ЛГБТ, там и вся эта тема очень сильно раскручивалась. И знаете, там даже не столько об этих людях думают, сколько о деньгах, которые выделяются вот на защиту этого и всего остального. Поэтому все нормально, все нормально. Я спокоен. За США я спокоен.
Опа. А вот это уже немножко другое решение суда. Смотрите, какое вынесли. Суд РФ признал употребление слова «хохлы» разжиганием ненависти. Суд Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу Евгению Занданову на 10 тысяч рубликов за то, что она назвала мужчину в общедомовом чате хохлом, несколько раз оскорбив его. На вердикт обратила внимание верстка. Согласно материалам дела, женщина, у которой возник конфликт с другим жильцом, стала оскорблять его из-за фамилии Ищенко, посчитав мужчину украинцем. Так у тебя в крови из-под тишка все делаете. Вы все хохлы подлые. Ищенко все заканчивается на О. Это некоторые примеры из сообщения о фотографии пунктуации, взятые с сайта суда без изменений. Суд квалифицировал отправку этих сообщений как действие, направленное на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенной публично. Первичное решение было вынесено 28 мая. Зандалова подал апелляцию, настаивая на том, что Ищенко говорил, что он является русским по национальности, из-за чего ее оскорбления якобы не могли быть направлены против украинцев. Но вердикт был оставлен без изменений. Вот такие вот дела. Ну, интересное кино получается. Интересно, да? Так, валейк салам, пользователь. Машвоэль. Пользователь снайперской винтовкой с Ванны, Джорджия. Неправда, говорит Александр. Он доказывает, не убивали никаких женщин, детей в Чечне. Неправда, были уничтожены боевики. После этого в Чечню на восстановление вливались колоссальные суммы, как и сейчас, что другим регионам и не снилось. Понимаете? Оказывается, ну это нас спасли они. О, какие же вы прекрасные люди, русские. Как бы мы без вас жили бы. Спасибо вам, что вы столько денег влили в свою армию, в своего Кадырова и так далее. Вы просто такие душеньки. И сейчас в Украине, вы же сейчас, знаете, вы же удобряете их землю. Почему чернозем такой хороший? Потому что вы всегда удобряли их своими телами. Насколько вы
великие. Представьте, ради братской земли вы готовы отдать свои жизни. Причем без права на захоронение. Разлагаться прямо на украинской земле. Святые люди просто. Просто святые люди. Просто святые люди. Любая война сопряжена со смертью мирного населения. Такова война, объясняет Рольф Ган. Понимаете? А за что ваш Путин с Патрушевым взрывал дома в 99 году вместе с вашими русскими? Это для чего делалось? Объясните. Ладно, вы нам-то несли свет, добро там и все остальное. Объясните, за что вы взрывали своих, вот Путин и Патрушев, зачем взрывали? Зачем в Бостоне теракт ваш Дмитрий Кечкин провел? Скажите, организовывал, а? Объясните мне, пожалуйста, с чем это связано? Такие святые люди, представьте, да, они ради нас, так вы бы себе эти деньги оставили бы, а наших боевиков нам оставили бы. Понимаете? А украинцы как-нибудь, я не знаю, чем-нибудь там по-другому удобрили бы свою землю. Обошлось бы без ваших вот этих зэков, бичей, бомжей, которые, кстати говоря, от разложения там только радиация будет. У них там и наркотики, и алкоголь в крови. Никакой пользы от них особой не будет. Невероятно просто, да? Какие святые люди, оказывается. Россиянцы. Россия напала на Украину, убивает людей и кричит о защите своей страны. Как это понимать? Они, наверное, больные люди. Да, это такая шизофрения. Больны вот манией мирового господства, шизофрения, абсолютная шизофрения. Стопроцентное раздвоение личности. Это просто люди, которые представляют угрозу и для себя, и для окружающих. Они друг друга поедают, когда им нужно. Понимаете? Такие самки богомола, короче. Так вы не боролись со своими боевиками. Они вредили русской земле. Пришлось Ах, ах так. Ну, наконец-то я разобрался. Оказывается, мы жили у себя в своей стране, маленькой своей республике, и вашей русской, великой русской земле угрожали. Правильно? А как так получилось, что мы вам угрожали? Что мы сделали? Мы на Москву напали. Мы там еще что-то. Ну, как и так получилось? Как так получилось? Ублюдки вы фашистские, понимаете? И все, что с вами происходит, сейчас вас утилизирует. Вот вы заслуживаете. Это Божья кара вам. Божья кара. Самая настоящая. Самые настоящие фашисты вы. Вы не заслуживаете ничего, чтобы нормально развиваться, нормально жить. И вас сейчас будут вгоняют в каменный век. Понимаете? Вы будете нищими, голодными. И у вас будут зато дворяне в лице вашего ФСБ. Вот и все. Боролись со своим боевиками. Какое ваше собачье дело на наших боевиков? Вы за своими боевиками посмотрите. Они ваши... Зачем вы взрывали своих людей, скажите? Путин и Патрушев зачем взрывали своих людей, русских, женщин, детей, спящих в своих домах? Зачем они взрывали? Чтобы сказать, что это мы. Для чего они это делали? Объясните просто. Так вы же взрывали, это ваши теракты делали. Чеченцы не совершали у вас теракты. Вы взрывали своих же людей. Днем и ночью. Вы Украину, вы тоже сказки рассказывали про Украину, про распятого мальчика. Что там украинцы сейчас на вас нападут там и так далее. Понимаешь? Вы лжецы и подонки. Понимаете? Вы фашня самая настоящая. Все, пошел отсюда. Сидят еще тут, умничают. Так вы нападали, говорит.
Так ваши же взрывали, вам плевать, что вас, ваши русские взрывали. Ладно, пришел чечен вас там, взорвал, убил, враг, все. Так ваши спецслужбы, которые обязаны по Конституции вас защищать, они вас взрывают. Что вы на это скажете? Просто аморальные, беспринципные, циничные, просто недочеловеки. Просто плевать вам, понимаете? Вам плевать, что вас ваше ФСБ взрывает. Понимаете? Меня не взорвали, и слава богу. Вот что вы скажете. Вот такие вы. Эх, ну да ладно, вас не перевоспитать, и никому это не нужно, если честно, вас перевоспитывать. Просто будете жить в своем дерьме и будете в нем копошиться. Вот и все. Вы заслуживаете то, что с вами происходит. Вы заслужили это. Кстати, сегодня исполняется 17 лет с начала войны против Грузии. Вот что вам грузины сделали? Объясните мне. Что вам сделали грузины, что вы на них решили напасть? Или завтра, 8 или 7 ночью это было, 7 на 8. Они не думают жить как люди, они этого не видели. Да, они по-другому все видят. Так ты чеченец за Израиль все-таки? РР, ты мне каждый вечер, каждый день будешь мне один и тот же вопрос задавать. А ты что, не за Израиль, что ли? Я не могу понять. Это кто такой, что ли? Как это не за Израиль? Ты с ума сошел, что ли? Так ты, наверное, россиянин. Ну это объясняет, почему ты не за Израиль. А мы за Израиль, да. Все нормальные люди за право Израиля, то, чтобы у евреев была своя страна. Их больше не убивали просто по прихоти каких-то там фашистов. Ну, ты, значит, россиянин, вот поэтому, наверное, да, вы любите там террористы за террористов, а нормальные люди за нормальных. Любимую тему подняли. Кстати говоря, а что известно по поводу того, что российские войска вывели из Сирии полностью или еще остались там? Давайте сейчас мы узнаем эту информацию.
На 7 августа 2025 года Россия сохраняет военные базы в Сирии, авиабазу Хмеймим и провинции Латакии, и военно-морскую базу в Тартусе. После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года и перехода к власти перехода правительства во главе с повстанцами, судьба этих баз остается предметом переговоров. Вот вам договорничок. Договорничок. Асага Марджоба тебе от грузин, будь свободным. Агимарджос, брат. Взаимно, взаимно. Надо будет подготовиться завтра, кстати, тему про Грузию, начало войны обсудить. У них напрочь отсутствует образное критическое мышление. Они показывают свои храмы, демонстрируют веру, в то же время, как идолопоклонники молятся любому одному богу Путина. Это арабский инстинкт. Да? Ну, бог у них сатана, у Русской Православной Церкви, у РПЦ. Бог сатана, а пророк их это Ленин, которых миллионами убивал. Извините, Дион. Православие это, наверное, никакого отношения не имеет. Это сатанизм под видом, прикрываясь, как они всегда прикрывают свой империализм коммунизмом, там, демократией. Точно так же они свой сатанизм прикрывают религией, православием, исламом, еще чем-то. Фашня самая настоящая. Ваша, что такое злое? Русских хочешь образумить? Это невозможно, брат. Ну, не знаю. Ну, я образую не хочу, просто общаюсь с ним. А как связаны Ичкерия и Америка, говорит Авар. Авар? А какое твое дело, Авар? Ну, например, я связываю Ичкерию и Америку. Недостаточно тебе? Царь России, кстати, я себя наделил этим званием. И я связываю Ичкерию и Америку. Не пойдет тебе так? А ты против, Авар, да? А ты как относишься к тому, чтобы Ичкерия и Америка были в дружбе, Авар? Расскажи мне. Плохо относишься. А какое твое дело? Какое твое дело? А ты кто, аварец ты, да? Или кто авар у тебя ник такой стоит? Или это что-то сокращенное Албания? Там я просто не вижу твой ник. Эту фотографию не вижу, которая у тебя там есть. Тоже знаете, с кем имею дело, да? А? Можешь ответить? Да, я Сюли, говорит. Ну, иди тогда, иди в свою Россию и исчезни с моего канала, да? Какое твое дело, Америка, Ичкерия? Ты какое отношение к нам имеешь? Ты россиянин, да? Борись за свою страну, за свою республику, за свой народ. Постарайся стать свободным, независимым, хотя бы стремление, чтобы у тебя появилось. А так, толк от тебя. Нет, чеченцы не россияне. Чеченцы не россияне. Мы, чеченцы, свободный, независимый народ, который продолжаем бороться. И, как говорится, пока ты не признал поражение, ты не проиграл. Понимаешь? А если ты смирился, сам себя называешь холопом, ты же холопом себя только что назвал, понимаешь? Есть русский царь, есть ФСБ, новое дворянство. А есть холопы. Ну,
если есть дворяне, же должны быть холопы быть. Вот ты холоп, добровольный, сам ты это признаешь, хочешь быть. А я не хочу. Мы, чеченцы, не такие. Мы хотим быть свободными. Пускай нищими, пускай бедными, пускай убитыми, пускай изгнанными, но свободными. Понимаешь? А ты холоп. Причем даже не холоп, ты холоп холопа, что самое печальное. Тебя русские даже за равного не считают. То есть холопы тебя не считают за равного. Ты у них под ними ходишь. Понимаешь? Вот что самое печальное, Авар. А ты мне за Америку, за Ичкерию. Ты о свободных людях ты не можешь говорить. Тебе надо снять шапку. Знаешь, как холопы перед барином. Вот так должны мять шапку и опустить голову. Вот так ты должен со мной разговаривать. А ты россиянин, холоп, и мне про Ичкерию, про Америку говорит. Ты вообще, по-моему, немножко запутался, да, это россиянин. Ну ничего, ничего, бывает. У чести нет национального лица. Это большая сила тому подтверждения. Сегодняшнее противостояние украинцев против России, несмотря на славянскую кровь обоих. Ну, украинцы сами по себе свободные люди, понимаете? Это... И там, кстати говоря, много русских живет, которые тоже за свободу, которые сейчас бьются, дерутся, сражаются. Интересно, без стыда и совести заходить и говорить, я вот там... Абсолютно. Ну ладно, друзья. Сегодняшний свой стрим я закончу, друзья. Сегодня мы достаточно поговорили. И желаю вам всего самого хорошего, друзья. Завтра обязательно постараюсь, обязательно увидимся. Постараемся увидеться. Все будет Ичкерия. Так, подождите. Эльдар, тоже холопчик один ко мне. Меня найдут, меня находить не надо, я же здесь. То вы мне грозитесь и грозитесь, так. Это тоже из холопов, наверное, да? Обиделся на холопство. Так ты же холоп, самый настоящий, понимаешь? Ты мне за мою Ичкерию говорит. У тебя связи. Ладно, смешные вы. Вы мою Ичкерию, когда произносите, шапку снял и мнешь ее в руках. Голову опускаешь и говоришь, Ичкерия, да, можно я скажу, да. Все будет Ичкерия. Ам Израиль Хай, слава Украине. God bless America. United States, the United States of America. Адикюэль Маршаль. Адикюэль. До свидания, друзья.